Сахатенок как лежит, так и лежит. Не подходили. Вот после меня одиночка волк подходила. Вот с этой стороны подошел. Вот сколько? 5 метров. Здесь на буранке он стоял. 5 метров посмотрел. Ушел. Потом он что-то крутился. Он сверху прошелся. Подошел, крутился. Повизгивал, наверное. Подойти хотел, но побоялся. Там рядом капкан лежит. Петли там стоят. Еле. Не подошел. А потом вот так вот по буранке пошел, и там за кривной у меня петля стоит. И это вот обошел ее и по ихним следам туда вверх шел. Одиночка. Небольшой, возможно, самочка. Одиночка крутится. Прошлась. Да, по осени тоже одиночки след был. Это она через сколько-то прошла. Вчера вверх по речке ездил, километр 25 ушел. Ни хрена не нашел. Следов их там нету. Сейчас попробую там на соседнюю речку идти. На круг пошел километров 80. Но там ночевать придется. Вдруг. Тишина-то какая. Солнышко ясное. Очки пришлось одевать, аж слепит. Вот. Это с декабря лежит, да. Все равно уже ворона раздолбали. Тут один ворон летает. Вот тоже прилетал. Лиса ходила, потом бросила. Переключилась на комаргу. Тут много натоптали. Снизу поднялись и обратно также ушли. Видишь? Вот здесь. Вот туда почему-то ходили. Крутануться здесь маленько посмотреть. Что за у них там крестовый интерес. Пожалуй, крутанусь туда. Где-то тут у них что-то есть. Ну и место хорошее вот. Капканчик воткнуть. И петлю там. Тоже в следующий раз проходить будут, может, заскочит. Проверить. Если даже там ничего не найду. Даже если там ничего не найду, вот тут надо будет поставить. Видишь, до этого, до Сахатенка, до Задранка они километра 4 не дошли, 3 не дошли. Тут у них что-то новое, тут поколевали, да, обратно побежали. Волки интересные, какие-то заполошные. Мочеточка тоже. Тот раз тоже тут отмечались старыми следами. После этого эта шестерка тоже прискочила, отметилась. И после них этот одиночка, который сверху мимо Задранка проходил. Тут тоже подходила, отметился. На капкан воткнул. Сюда. Тот раз что-то не стал ставить. Уже сколько? 3 капкана за сегодня поставил. Позавчера 2, сегодня 3. Поставил. Ребята какие-то
какой-то непонятный. Что-то, блин, не складывается. Пазл не складывается. Тут такие зубриные места были. После них ты че? Кого смогли, задавили. А кто смог, тот убежал. Зебря стоит, наверное, сейчас. Где-то на сопке дрожит. Дрожат. 4 зебря тут туда. Ни одного свежего следа. Вот беснуются. И кого-то валят. Играются друг с дружкой. Это у них период такой. Видать, не до охоты. Или уже себе там заготовили. Здесь вверху наготовили, наверное, себе мясо. И носятся. Друг за дружкой играют. Они один, двое друг за дружкой. Вот тык, развернулись. Вон вниз поскакали. Там что-то они то ли повалил, то ли что. Играются, называется, да. Что с вами? Где вас разыскать? Вот. Опять тут что-то бесновались. Какой прыжок, смотри. 2,5-3 метра, наверное. Стай почти с места. Тут что-то друг на дружку. Ну, она уже получается 1, 2, 3, 4. 4 штуки дерутся. 1 или 2. Вот так. Он спокойненько ходит. Это матка, наверное, самка. Смотрит на этих придурков, как они выделываются друг перед дружкой. А эти что-то немирные какие-то. Нет у них порядка в стае. У них после таких упражнений сил охотиться даже не останется. Или от избытка они так силы. Вот. Сегодня дед ответил на вопрос. Я думаю, что они так беснуются? Короче, этот Пашка по кругу говорит, пошел. По кругу пошел и говорит, нашел. Волка, говорит, задрали волки. Голова, говорит, только осталась. Всего, говорит, растерзали. Поели, короче. Это они и есть. Видать, ну вот четверо все дерутся. Гоняются. Один, ну, скорее всего, самка не при делах, наблюдает за ними со стороны. И вот где-то не менее 40 километров отсюда получается, да? Ну, 30-40 примерно. Они задрали этого волка. То ли одного из своей стаи укокошили, то ли тот одиночка, который по ихним следам ходил. Его, наверное, травили. Сколько дней они его мучили. Потом там задавили. Съели. Вот так вот. Ребята эти без сантиментов, ребята. И без принципов.
Да. Голова, говорит, только валяется. Больше ничего, говорит. С Пашкой самим не смог поговорить. Нет его на связи, да уже уехал, наверное, крутанулся, да уехал. Так что докуда эти волки дойдут, неизвестно. Угу. Видишь, сколько они. То ли одного, ну, вот я и говорю, они что-то сузения. То 5, то 6. Они говорят 6, а у меня, говорит, 5 было. Этот, видать, за ними ходил, а потом, ну, с началом года начал поближе к стае. И вот разлад, как говорится, у них возник. И порешили его. Значит, или их 5 останется, или эту одиночку они затравили. Хотел присоединиться, наверное, во время года. Веселью хотел приобщиться. А тут с ним так обошлись, ребята. Да, может, одиночка этого затравили, или одного из своей же стаи. Так вот. Ладно, поедем дальше. Еще долго ехать. Что-то я запозднился. Вот. Все та же великолепная шестерка. Вот. Второй или третий. Вторая или третья мочевая точка. Несколько раз тут проходили. Но, насколько я могу разобрать, раза 3 проходили посюда. Ну, получается, они посюда вверх поднялись и по Сулкалыру спустились. Это я сколько прокатился с того места, где должен ночевать. Сани где оставил. Ну, под 30-то точно. Больше даже. И везде их не следы. Вот так вот идут. То начнут бесноваться тоже как тот раз. То так спокойно идут. Но тут-то они чуть спокойнее. Это оттуда сверху они как-то пошли. Уже с дракой. Видать, рейд махнули. Что-то неудача какая или что. И давай там друг на дружку. Можно было тут понаставить по переходам. Через мысы, где они через кривуны срезают. Штук 5-то, 4-5 петель можно было воткнуть. А ты видишь, задранка бы нашел, эти кривуны бы я обработал, а задранка не нашел. Это они еще придут, не придут, еще пройдут, не пройдут. Может, возьмут и переместятся в более лучшие места. А я катаюсь тут пустую. Ладно. А там ниже ребята сами занимаются. Говорили там, капканы поставили, петель поставили, сколько-то. То сколько. Пускай занимается. Так что эти каннибалы... Ну, завтра еще ясно будет. Завтра еще посмотрим. До вверх еще у меня сколько остается? Километров 16. И еще по ключу этому 25. Да, может, что попадется. Так-то там на Сулкалырской стороне нет. Так, по этим-то
отработал нормально по мочевым точкам. Сколько у меня там уже 5 стоит. 4, 5, 5 стоит уже по мочевым точкам. Некоторые пропустила. Они же как собаки. Где удобное место нашли, там ногу задрали. Все, уже солнце опускается. Буду ночевать у друга сегодня. Так, что мы имеем за весь день? Сколько это километров? Туда-обратно что-то до хрена уже стало. Вот переход один. Свежий. Волк-одиночка. Где-то сюда сунулась. Не прыгал. Да когда мышкует, прыгает обычно. Это туда сунулась. Потом обратно. Но это она по старым следам. Здесь вот это вот 6 каннибалов проходил. А это волк или волчица. Сережа. Это в обратку, а потом все равно сюда пошел. Вот сюда он поднялся. И что делать? Они тут за зиму несколько раз, бывает, переходят. А вот отсюда вот метров 100-150, 200. 300 нет. Вот в этом месте они несколько раз переходят за зиму. Видишь, скалы там, да? Скалы там стоят. Это зубрина отстой. И по-любому у них это любимое место. Гоняет зебря. Загоняет на эти камни. Потом его оттуда снимают. И питаются. Там, наверное, под этой скалой целое кладбище. Под этими камнями. И день уже кончается. Надо что-то делать. Что-то установить же надо. Вот у меня тут вот есть пахучая приманка. Попробую я как-то ее поставить. Надо вот на эту пахучую приманку. Ладно, вот на дерево можно намазать, а тут поставишь, крутиться она будет, наступить, не наступит. Слишком большая площадь. Надо какой-то такое место найти, чтобы с одной стороны только могла подойти. Ну, с двух, ну, с трех. Еще петель бы поставить. Как-то обработать. Что-то тут надо придумывать. Работает, что у ребят работает. У ребят работает. А видишь, чем мне не нравится этот способ? Пахучая приманка. На нее может не только волк. Другие животные же может притянуть их. Ну ладно там. Лиса, росомаха. Ну, попробуем здесь более такое место. Куда бы его воткнуть? Что-то коряга. Ту корягу отработать.
Сейчас подъедем, посмотрим.